Ну что, брат, как добрался, как дорога? Долетел, добрался, дополз. Сегодня я здесь. Халумынды, ирхим кундыты хальмагарdzон, энайхан блок харжавайхан дахкшит. Мининыры Ким Харганаев. Меня зовут, как вы услышали, Ким Харганаев. Я занимаюсь развитием родного языка, сохранением родного бурятского языка. Пою, веду разные мероприятия, организовываю разные мероприятия. Впервые я приехал в Калмыкию и хотел бы сказать о том, что я впечатлен именно родной связью. И что еще про себя рассказать, то что простой, добрый парень с широкой душой, женат, 4 детей. Я приехал в Элисту первый раз. Приглашение было на протяжении, наверное, 3-4 лет, уже давным-давно, как я познакомился с Лиджи, как мы участвовали вдвоем в проекте Будум Хамок Монгол, то есть мы самые здоровые ребята, вот именно монгольских регионов, то есть Монголии, там был Ноим Бондгар из Бурятии, я как самый здоровый Ким Харганаев, и вот Лиджи Горяев, как представитель калмыцкого народа. Мы спели песню «Вода вечной жизни» Мунку и Мос, которые сняли клип, каждый в своем регионе. И после этого у нас очень такое тесное общение, мы постоянно разговаривали. Дорогие друзья, в далеком 2013 году в рамках проекта Хамок Монгол, что в переводе «Вся Монголия», мне посчастливилось принять участие в съемках клипа на песню «Вечная вода». Помнишь, брат? Конечно, дорогой. Этот проект назывался Будум Хамок Монгол. Это, то есть, богатыри. 3 богатыря. Братских монгольских народов, да, вот. И под ваши аплодисменты мы исполним эту песню специально для вас. И он постоянно говорил: приезжай, Ким, приезжай. Я говорю: да, приеду. У меня мечта была, можно сказать, приехать в Калмыкию, посмотреть Элисту. Естественно, как бы с помощью современных технологий там можно в интернете покопаться, визуально посмотреть, находясь дома. Но это совсем другие ощущения. Я как только заехал, вот, Республика Калмыкия, и увидел вот эти бескрайние степи. Я тоже со степи, у нас Агинский округ тоже славится своими тоже добротными степями, но что-то родное почувствовал. И разговорился с водителем, который вез все рассказы. Я такой: а что означает Элиста? Я даже не подумал. Песок, правильно? ЛТ, у нас ЛТ, Элын говорят. А у вас Элиста, да? Не, у нас Эльсын. Эльсын. Ну вот Элиста, видимо, это такое название. Однокоренное, да? Однокоренное, да. У калмыков однокоренные слова. Абсолютно одинаковые слова. Там буквально в буквах разница, и все. Больше ничего. Такие же ребята, как и мы. Я насладился культурой, которая так близка. Были на Верблюжьем острове, ездили на одинокий тюльпан. Тюльпан, говорит, тополь. Ну и, естественно, поляна тюльпанов. Посмотрели? Посмотрел, да. Живую смотреть. Единственное, знаете, о чем я жалею? То, что я один приехал. Семью не взял, к сожалению. В следующий раз я, наверное, загадал желание о том, чтобы приехать с семьей уже сюда, показать, что здесь живут братский народ для бурятов. То, что абсолютно одинаковая вера, культура, обычаи, даже язык на 90 с чем-то процентов схож. Просто аномальная жара меня, честно, удивила. Я-то приехал с холодного региона. Для нас Сейчас как бы это... Сколько градусов? Там, не знаю, 10-9. Ну, не настолько жарко. Я хожу, зеленая трава, ну, ошалеть. Апрель месяц, и здесь уже лето. А в апреле в Бурятии как? Холодновато. У нас и в мае бывает снег, и в июне бывает снег. Еще даже не жарко. Да, жара бывает с конца июня до сентября. В сентябре тоже жара. Вот, и как бы воды мало у вас. Вообще водоемов мало у вас. У нас их вагон вообще
Куда ни глянь, Вас везде Байкал. вода. Ну вот здесь у вас воды мало. Листа, ну, Калмыкия, от других городов вообще. Хотя бы от Улан-Удэ. Ничем не отличается. Такой же одноэтажный, как и наш город Улан-Удэ. По архитектуре, в смысле, по... Но у нас больше высоток. У вас прямо многоэтажных таких домов я не увидел. Где-то сколько? 5-6 максимум этажей. Творческий путь у меня начался, наверное, с самого детства. Наверное, для всех знаком магнитофон «Весна» такой, двухкассетный. Мне было, я не знаю, 6-7 лет. Как только получали новые кассеты, или даже элементарно индийские песни, тогда, когда были, или записывали именно с помощью этой «Весны». Это был процесс такой, что вот именно тогда началось мое творчество. Все дети на улице играют лапту, догонялки. Я включал музыку и танцевал, стоял вообще, танцевал. И мне смотрели на меня, смеялись, говорили: о, артист. Мне как-то ни разу не стыдно, и не плакал, то, что меня дразнит. И с того момента я понял, что для меня музыка — это нечто такое, что прямо меня вдохновляет. Соответственно, с детства я ходил на уроки вокала. У нас на моей родине есть такой проект «Художественная самодеятельность» называется. Соответственно, я там принимал активное участие. Соответственно, в районе узнали, есть такой черненький маленький мальчик, который тоже вот любит петь. И у нас мало того, что в районе соревновались, потом окружной, у нас создавалась районная сборная потом, да, вот, районную художественную самодеятельность. Вот, из каждой деревни отбирали самые такие яркие номера и на окружной. То есть каждый район представлял свое. И вот именно, вот, наверное, в том цеху я понял, что действительно мне это нравится. Я получал колоссальное удовольствие. И вот пока школу не закончил, занимался творчеством. Пел, играл, КВН играл. Естественно, как и все простые парни, поступил в наш город Улан-Удэ, где, получается, наверное, цитадель, можно сказать, бурятской культуры и всего прочего. Естественно, я сразу пошел поступить в Академию культуры, Восточно-Сибирская академия культуры, на артиста. Там почему-то в тот момент я туда, не знаю, каким образом у меня внутри стоп образовалось, и я не пошел в Академию культуры. Я учился в Томском государственном университете, в бурятском филиале, на бухгалтерский учет, анализ и аудит. Ну, так получилось. В общем, у меня образование такое. В общем, и там, обучаясь, я понимал, что я не там нахожусь. Не там. Естественно, как все простые парни брось, академ взял. Академ взял. Это на каком курсе? На втором курсе. Ну, то есть по окончании второго курса я приехал обратно на родину, Агинский округ, я поступил в педагогический колледж. Там уже я понял, что мне нравится. В этом педколледже обучали на музыкантов, ну там разные отделения были. Вот я там также продолжил свою творческую деятельность. И там есть такой классный ансамбль, студенческий ансамбль «Сансара» называется. Вот. И мы этим студенческим коллективом тоже прокатились по всему округу, давали концерты. И потом появилось предложение на студенческую весну в Бурятию. То есть с Агинского округа в Бурятию. Это в каком году? 2008, где-то такой Тогда год. сколько лет было? О, молодой. Ну, сколько, 20? Наверное, где-то 19. 19 лет было. Вот мы приехали в Улан-Удэ, участвовали в студенческой весне, понравилось, круто все. И обратно я вернулся. В округе, в Агинском округе есть международный вокальный конкурс имени Алхасарана Владоновича Линхавоина. Он такой очень уважаемый среди бурятов оперный певец. Вот в честь него он с Агинского округа, села Агахандил, именно устраивает в Агинске, самом поселке, международный конкурс. Туда отовсюду приезжают. И международный конкурс. И меня с педколледжа
как бы определили, ты будешь участвовать. И там я стал лауреатом первой степени. То есть я там выиграл, меня там заметили преподаватели по вокалу, которые в жюри сидели. Я пел песню Рют Сохор. Это молодостью пел вот Лахсаран Ладонович Ленховоин. Он бас был такой мощный. Я начал. Ну, погромче эти О песни. чем эта песня? Ну, про коня. Про Это конскую, мужская такая про песня, конскую да? гриву, как она Это на ветру. старинная бурятская песня? Старинная бурятская народная песня, да. Вот я там спел, естественно, я получил первый гонорар, я понял, что вау. А сколько это было? Тогда это было за первое место 25 тысяч рублей дали Это в 2008 году. Хороший гонорар. Вообще хороший, я был в шоке. И еще сверху плюс еще 5 тысяч дали за лучшее исполнение народной песни. Итого у меня было 30 тысяч. Я такой, вау, можно зарабатывать. Уже где-то в 2017 году мои друзья подошли ко мне и говорят, слушай, Ким, говорит, есть гранты, которые, ну, по развитию родного языка, давай что-нибудь придумаешь. Там, у нас своя съемочная команда, давай посотрудничаем, что-нибудь сделаем. Пригласили на, как говорится, переговоры, я послушал, вышел на минут 10-15, обратно зашел, ну и уже предложил, говорю, слушай, есть такая интересная тема, я бы предложил, ну вот так вот развивать бурятский язык. Ну и, естественно, они услышали, мы расписали все это. А как это дело назовем? Давайте тухурик назовем. Там одна коллега предложила тухурик. Рубль по-бурятски. Тухурик. Тугрик. Не тугрик, а тухурик у нас. Тухрик. Да. Вот. И все, утвердили, все отлично. Заявку подали. Министерство образования увидело, одобрило. Да, пробуйте, делайте. В проекте Тухурик все очень просто. Подходишь, говоришь на родном бурятском языке, абсолютно там, с рандомным человеком, на улицах снимаешь, ходишь по городу, подходишь, спрашиваешь Саймбана, и только на бурятском говоришь. Задача простая, мы ходим и раздаем деньги. Там первый этап угадай, переведи слово, второй этап продолжи песню, третий этап получается за 30 секунд сколько слов ты переведешь. В одном сезоне 10 передач. То есть 10 таких передач по, наверное, хронометражу минут 15-20, ну, где как получалось. И нам показалось, что города Улан-Удэ мало. Мы поехали по районам нашей республики, потому что начали звать в районы. Адрес. Адрес. Бухрин адрес Но. Мангу. Хайк. Хайк? Мини хая. Аршам тенгарван нэм гдонот дүн гоё хайк жамж бар гэзэго. Давайте. Хэнтэдэ. Бурят клуб мордтэй. Сарайтай бурят сэнгэстэй сэмбэна такта тайк. Адагда. Би ким гэнэтэй та? Тулма. Тулма. Бурят клуб мтхэ. Мтхэ. Мтхэ за. Түхригим нэхара. Юхара? Түхригим намжулгым нэхара. Мөнгө тарадаг би бурят клуб мтхэ. Хара. За хара. Хымда шахарам бэна за. Колодец бурят римды. Хотак. Энэ ягаан өмдөнцөө олгоё гэх юм. Мөнгөөр 200 төгрөг барь. Мөнгөнд хэрэгтэй яваа. Ну, ходишь себе, поговорил на родном языке, заработал 1000 рублей и пошел. Осадок классный остается. Естественно, там и убегали. Не-не-не-не. Сами бы на бурятском мтхэ. Угы. Хотя на бурятском отвечали. Угы и убегали. Первые 2 сезона точно люди от меня прятались. Даже 3 сезона убегали прям вообще. Нет. Ну, стеснялись. Можно на русском? Да. Чтобы было всем понятно. Сегодня я
на сегодняшний день я приехал в Калмыкию на проект «Культура братских народов». Тем самым я почему-то уверен, именно с этого концерта у нас начнется полноценная коллаборация, объединяющая два братских народа, обмен опытом, постоянные интересные фестивали, интересные проекты совместные. Мы же именно в нашей большой стране два самых родных региона, которые разбросала наша страна в двух концах нашей страны. Хотел бы передать подрастающему поколению, где бы мы ни находились, мы должны знать, что мы братские народы. И, естественно, дружить, ценить и много-много общаться, сохранить и калмыцкий язык, и бурятский язык, чтобы подрастающее поколение брали с нас пример, чтобы мы показали, что такое дружба братских народов, чтобы спокойно мы могли приезжать друг к другу в регионы, отдыхать, наслаждаться, наладить какой-то туристический такой поток, чтобы мы бывали друг у друга в гостях, чтобы мы встречали гостеприимную Бурятию, ну и вы встречали гостеприимную Калмыкию, чтобы культура наша сохранилась, а она практически идентична, одинакова. Нет практически никакого различия. Главное, по-моему, чуть-чуть различия в костюмах, а традиции, они абсолютно одинаковые. Всем желаю добра. Спасибо за внимание. С вами был хранитель бурятского языка Ким Харганаев. Давайте дружить. И будем как ныгы гаре хоргоншинде, ныгы нёдоргышинде, суктан ныгы дыжи, инейхан дылхедире. Мане сахит гикшин оласы емне, хынч адал кархур куйгыши арылдық кіртті. Хальмығыт, оралан, борядут, орықша. Şırkı